Вечер рапсодии редко исполняемых авторов Эммануэля Шабрие или Джорджа Энеску наряду с фаворитами исполнительского искусства стартовал и с пришествием нового звучания. В оркестре появилась виолончель 19 столетия, а также альт работы Агюста Чапюи 18 века. Важно, чтобы на каждом концерте было что-то такое, с чем люди уйдут, и их воспоминания будут еще какое-то время волновать о том, как это было интересно. Интерес к весьма любопытному музыкальному коктейлю подогрело и появление Арсения Шульгина, который учится сейчас в Московском государственном колледже и планирует связать свое будущее с исполнительским искусством, а именно фортепиано. После успешного исполнения первого концерта для фортепиано с оркестром Ференца Листа Шульгина стали расхватывать на автографы. Он имеет академическое образование, его дедушка дирижер, и Валерия, она образованный, так сказать, музыкальный, образованный, профессиональный человек, в первую очередь. Помимо того, что она уже очень долгое время действительно поп-звезда и так далее, и так далее. Сын певицы Валерии, продюсер и композитор Александра Шульгина уже познал вкус огромных сцен и благодарных аплодисментов, а с симфоническим оркестром Татарстана встречается во второй раз. Уровень оркестра, конечно, просто невероятный, и очень легко работается с таким оркестром. Самолет легко меня уносит. Арсений всеяден в музыке, любит рок, а также все из творчества своей матери. Мне на самом деле нравится вся музыка. Вся музыка. Мне нравится очень и английский альбом мамы, который выпускался в 2008, и старые песни 90-х годов. И на английском есть песни 90-х годов. Мне, по сути, вся музыка нравится. Я, наверное, уже привык к ней. Тандем Шульгина и Татарстанского оркестра будет иметь продолжение, ведь напутствие юному пианисту дал и великий итальянский композитор Эннио Морриконе. Пожелал успехов, сказал, что не обязательно все получится. Но можно взять, надеяться и нести эти слова по жизни. Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Рженко, Эфир 24.